Всем привет, дорогие друзья, уважаемые мои подписчики YouTube канала Марина Мелехова. Я Марина Борисовна Мелехова, приветствую вас сегодня в день своего рождения, 24 сентября, на Кубанской набережной. Вот тут у меня очень красивое место. Вот видите, река Кубань, правда, обмелела. Сзади красивые тоже зелень. И вот сегодня в честь дня рождения адвокатская палата приготовила мне подарок. Вообще, слов у меня нету. Продолжается политическое преследование меня и моей семьи по полной программе, по полной. Мало того, что налоговая на банкротство, судебные идут у нас тяжбы, мало того, что магазин отбирают у мужа моего, отключили от света, в общем-то там целая вообще история с НДС обнулила налоговая. И вот я только что вышла, посмотрите, вот это извещение, да, видно, наверное, адвокатская палата Краснодарского края вручила мне его под роспись. Извещение от адвокатской палаты Кубана, набережная, 31. Адвокату Мелеховой Марине Борисовне извещение. Извещаю вас, что 27.09.2019 года в 12 часов состоится заседание Совета адвокатской палаты Краснодарского края, на котором в соответствии с пунктом 4 статьи 17 ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации будет рассмотрена информация, изложенная в представлении первого заместителя прокурора Краснодарского края Малкина о лишении вас адвокатского статуса. Вот такой вот первый зампрокурора Краснодарского края Малкин вдруг увидел, что я не оплачиваю злостно, специально, как он сказал, злостное уклонение от уплаты налогов. Ну, эту тему уже много раз мы поднимали, не буду ее как бы 100 раз повторять, делать рекламу этой коммерческой структуре налоговой инспекции. Я осознанно их не плачу уже 11 лет и платить не собираюсь. Но это не повод увольнять меня из коллегии адвокатов, потому что я не плачу их 11 лет, а вручили мне сегодня документ об увольнении именно 24 сентября. Напомню, ребята, что вчера я заявила, что как адвокат поеду выручать шамана Александра Габышева. И вот результат увольнения с коллегии адвокатов, с реестра адвокатов Краснодарского края. Кто можете посмотреть, в реестре я числилась, в реестре адвокатской палаты Краснодарского края, но уже написали, что с 27.09, что я уже оттуда уволена с этого реестра. Ну, вы знаете, что никогда духом не падаю. Естественно, конечно, хотелось помочь шаману Александру очень сильно. И пользуясь случаем, пользуясь моментом, хочу обратиться к адвокату очень известному, мудрому Анатолию Кучерене, который берется именно за политические дела. Уважаемый Анатолий, попрошу вас, пожалуйста, без оплаты. Дело абсолютно политическое. Шаман Александр Габышев ничего плохого не сделал. Он действовал четко в соответствии со своей совестью. Он шел и помогал пробуждаться нашему народу, выводил их из морока. Это его четкое убеждение действовать так и понимать, что на сегодняшний день та структура, которую мы называем властью, она просто или жестко ненавидит свой народ, прям жестко ненавидит, да, у меня слов нету, или просто эта власть подчиняется какой-то третьей силе, как мы подозреваем уже с нашей группой единомышленников, разоблачившей уже советников губернатора Краснодарского края, которые сидят в школе Хабатской Уравнер. Ну, в общем-то, выводы делать пока рано. На сегодняшний день пока преследования политические меня продолжаются. Александр Габышев, однозначно я буду тебе помогать, буду общественность поднимать, но вот посмотрите, уже как бы как не адвокат. Вот такое вот дело. Система реагирует мгновенно, очень быстро. Зря мы недооцениваем структуру
Российской Федерации мгновенно реагирует. Не удивлюсь, что вот с октября месяца уже начнется распродажа арбитражной управляющей Сосниной моего личного имущества. Буду просить вашей помощи, ребята. Но что делать? Свобода слова нынче в Российской Федерации стоит дорого и преследуется по ихним, как сказать, нелегитимным законам. Так что я прошу адвокатскую общественность подключиться и помочь Александру без оплаты, потому что он очень многим помог и делал это не ради себя, а именно ради всех нас. И поднял все-таки большую общественную волну, большой общественный резонанс. Поздравляю всех с моим днем рождения. Ребята, всем нам смелости, здоровья, радости, любви и, самое главное, победы, освобождения от этого ига оккупации. То, что сейчас просто не дает России спокойно вздохнуть. Мы живем в самой богатой стране мира, в самой богатой. И мы самодостаточны, я это утверждаю, что мы можем, даже простив и подарив как бы все, что там украдено, вот с нуля у нас столько всего есть, что мы можем и заводы, и фабрики, и рабочие места воссоздать. Все с нуля можем, дайте только нам свободу, понимаете, свободу. На сегодняшний день никакого народовластия нету, никакая статья 3 Конституции РФ не работает, никакой народ не источник власти, это все обман и глобальная ложь. И хочу завершить словами Рузвельта, знаменитого, который сказал: чем глобальнее обман, тем больше народу в него верит. Так вот, дорогие соотечественники, выходите из морока торговой компании, управляющей Российская Федерация, выходите из этого морока. Это не государство, это управляющая торговая компания в римском морском праве. Флаг триколор – это предательский власовский торговый флаг морской. Герб, посмотрите, какой герб с орлом, вообще позорный. Никогда таких как бы геральдики, такой позорной геральдики в России, в стране, которая всегда испокон веков помогала всем народам, всегда шла за справедливость, за отечество, за правду. Такая позорная геральдика говорит сама за себя. И новость, хорошая новость. Собрались там очень крутые персоны Российской Федерации из Министерства иностранных дел на какую-то генассамблею ООН, 10 человек, и им отказали в визе. Российская Федерация нелегитимна. Трещит по швам этот мост. Все трещит, все рушится у них под ногами, у этих паразитов. Все у нас будет хорошо, ребята. Прорвемся. Даже без адвокатских корочек все равно прорвемся. До свидания. Благодарю вас за поддержку, благодарю вас за поздравления. В Одноклассниках столько подарков, столько добрых слов. Ну и ВКонтакте, и в Телеграме, и в WhatsApp-чатах. Я понимаю, что жизнь живу не зря. Живу ради того, чтобы наша страна стала свободной, независимой, чтобы мы жили в гармонии с миром, изобилии, процветании и реализовали каждый свои таланты и способности. Ради наших потомков, ради будущего нашей отчизны. Так что все у нас будет хорошо. Правда наша, мы внуки народа-победителя, и победа будет наша. До свидания, дорогие друзья. С вами была я, Марина Борисовна Мелехова, из солнечного города Краснодара. До новых встреч в эфире.